Испытано на себе. Дорогие зрители, приветствую вас на телеканале Якутия-24. В эфире проект «Испытано на себе», и прямо сейчас я отправляюсь на станцию переливания крови для того, чтобы стать донором. Здравствуйте. Доброе утро, Татьяна. Мы рады приветствовать вас на станции переливания крови. Меня зовут Юлия, я менеджер станции. Сейчас мы начнем с того, что пройдем регистрацию. Подготовьте, пожалуйста, ваши документы. Вы можете предоставить реквизиты с госуслуг, паспортные данные. Пройдемте. Здравствуйте. Здравствуйте. Я в первый раз, никогда раньше донором не являлась. Вот какие документы нужны? Мне от вас требуется паспорт и СНИЛС. Да, все есть. Сейчас наш медрегистратор зарегистрирует вас, выдаст анкету. После заполнения вас пригласят в лабораторию, проведут анализ крови. Как только будут результаты, вас вызовет доктор. Это все в системе будет видно. Доктор проведет консультацию, осмотр и интерпретацию анализов. Если у вас все хорошо и есть допуск к сдаче крови, то вы поднимаетесь в операционную, и там непосредственно будет забор крови. Буквально 10 минут обратно сюда в регистратуру за справкой, и на этом донорский путь заканчивается. Быстро тогда. Но относительно быстро, потому что сама процедура, допустим, интерпретации анализов занимает время. Допустим, ожидание к врачу тоже достаточно может быть длительно от 5 до 10 минут, поэтому в среднем донор, чтобы сдать кровь, у него время занимает от 40 до часу. Поэтому, когда мы приглашаем доноров, и вообще доноры должны, когда будут приходить, они должны планировать, что до часу они точно будут на станции переливания крови. А вот интересно, интерпретация анализов, да? То есть это уже консультация у врача. Насколько жесткий отбор? Все, что необходимое, все проводит. Об этом расскажет заведующий лабораторией и врач нашего отдела. Но изначально, смотрите, донор, он должен подготовиться самостоятельно. Вся информация о том, могу ли я стать донором и что мне необходимо перед сдачей, вся эта информация есть в интернете в свободном доступе. Поэтому основные требования по донорству – это возраст от 18 лет, вес более 50 килограмм и не иметь противопоказаний медицинских. Есть, как обычно, медицинские противопоказания делятся на временные и постоянные. К постоянным относятся такие серьезные заболевания, как паразитарные, инфекционные, онкология, и прочие. А временные – это, допустим, ОРВИ, прививки. Допустим, после ОРВИ и прививок донор должен прийти на станцию, если хочет сдать кровь, через 30 дней после выздоровления. Таких вот моментов достаточно много, поэтому об этом полностью расскажет врач-трансфузиолог. Я даю общую информацию вводную. Татьяна, мы надеемся, что вы позавтракали. Несмотря на то, что нужно соблюдать донорскую диету, перед сдачей необходимо обязательно завтракать. Это вот крупы на воде, каши, хлеб с вареньем, без масла. Вот основные требования, да, это исключить жирное, жареное, соленое, копченое, колбасные изделия, в том числе молочные продукты, банан, свекла. Вот все то, что вызывает хилёз в крови. Хилёз – это, в простонародье, это жирная кровь. Жирную кровь невозможно проанализировать, и тем более она не переливается больному. Поэтому, получается, если человек, это вот относится больше, наверное, к старшему возрасту, если не будет соблюдена диета, то, возможно, будет хилёз. И представляете, вот сколько времени потрачено, да, человек приехал, анализы у него взяли, забор крови тоже провели, и все это придется утилизировать. Поэтому диета и подготовка – это тоже очень важный момент для донора. Мы надеемся, что вы позавтракали. Я позавтракала, да, и из всего перечисленного, что вы сказали, я накануне, вчера не употребляла. Не употребляли. Отлично, да. Хорошо. Сейчас я с вами прощаюсь, доверяю нашим специалистам. Я могу сказать, да, что у нас наша станция переливания крови – это единственная медицинская организация, которая принимает здоровых людей. Вот, допустим, если в больницу приходят восстанавливать, то сюда приходят им делиться.
Поэтому тут особая атмосфера, гармония, доверие. Вот, допустим, наши сотрудники давно здесь работают, многих доноров, они вместе с ними растут. Поэтому ну, очень такие дружеские отношения связывают доноров и сотрудников. Ну все, всего Спасибо хорошего. большое. Ага. Встаньте, пожалуйста, под колено. А Промсвязьбанк есть? А? Берете, да? Промсвязьбанк. А? Нету, да? Промсвязьбанк. Так как вы сдаете сегодня первично, вам положена денежная компенсация в размере 1272 рубля. Деньги поступают на третьи рабочие сутки во второй половине дня. Посетитель с номером 35 приглашается в кабинет номер 1. Ваш порядковый номер для электронной очереди спереди обведен. Проверяйте, пожалуйста, свои данные. Если все верно, открываем и заполняем 2 листа полностью. Какой номер у вас? 35. Вот по электронному табло вас уже вызвали в первый кабинет, это лабораторное исследование. Один донор сюда подходите, один сюда. Здравствуйте. 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 Первый раз? Да. Группу крови свою знаете? Не помню, честно говоря. Завтракали? Да. Чем завтракали? Кофе и сухарики. Кофе без молока. Что это значит? Ну, без молока. С молоком? Накануне вечером жирное жареное кушали? Нет. Хорошо. Это общий анализ крови, Да, да? мы сейчас узнаем общий анализ крови ваш и узнаем предварительно группу крови А резус-фактор? тоже. А что значит предварительно? Потом ваши анализы, после того, как вы сдадите кровь, ваши анализы пойдут повторно в другую лабораторию, и там мы узнаем вашу точную группу крови. Все, закрывайте. Испытано на себе. Ну что ж, дорогие зрители, нам посчастливилось сразу после сдачи анализа узнать, как проводится сам лабораторный анализ. Да? Здравствуйте. Это, получается, первичный анализ крови проводится вот Да, здесь, сразу в первичным. кабинете. Да? Первичным донором мы определяем группу крови, резус принадлежности, еще антиген КЭЛ. А что И такое? еще и уровень гемоглобина для определения анемии, есть ли анемия или нет. Вот сейчас вот на гематологическом анализаторе мы определим гемоглобин, показания гемоглобина. Потому что есть противопоказания. Если низкий гемоглобин у женщин ниже 120 грамм на литр, то тогда не допускается кроводачи этот донор. То есть это самые такие строжайшие критерии. А когда- для мужчин, если до 130 грамм на литр гемоглобин в норме и выше. Вот вышли ваши показатели. У вас в норме 133. Очень хороший гемоглобин. Это да. хороший, да? Да, вы можете сдавать кровь. Показатели. А сейчас мы определим группу крови. Вот сюда. Прям четвертый. Для Определяем группу крови прямым методом. Здесь вот в отделе предварительного обследования доноров целеклонами. Так интересно. Ну и сразу можно будет увидеть. А уже потом на 4-м этаже, после того, как вы сдадите кровь, у вас возьмут в отделе заготовки крови, на 4-м мы уже подтверждаем группу крови перекрестным методом. Разные растворы, да? Да, разные растворы. Анти-Д, анти-А, анти-Б и анти-КЭЛ.
Сейчас узнаете группу. Покачиваем и в течение 3 минут уже определяем группу. А какая группа крови чаще всего встречается? Чаще всего первая группа. Положительная, да, первая группа? Самая распространенная. Да. А редкая? Ну, вторая тоже. А редкая 4-я. Это вот самая редкая группа крови, да? Никакой аглютинации не произошло, значит, у вас первое отрицательное. Первая? Да. Я всегда думала, что Отрицательный вторая. резус. У большинства положительно, у вас 15% отрицательно. Елена Петровна, вот про резус-фактор интересно узнать, да? Всем известный факт, что существует отрицательный резус-фактор и положительный. Положительный. А бывает ли отрицательный слабоположительный или Да, положительный бывает слабоположительный? D, слабый вариант. А как часто сильный. это встречается? Но это не очень часто встречается, редко. Не подходит ли такой резус-фактор, допустим, для положительных или отрицательных? Для переливания Да. реципиенту с положительным да, подходит. То есть это такая универсальная кровь получается, да? Да, но только нельзя ее переливать с резусом отрицательным реципиенту, если у вас интересно. слабоположительный резус. Да, вот, например, у меня Потому что отрицательная, может- слабоположительная. Подойдет ли мне просто отрицательная кровь для переливания или просто Подойдет. положительная? Просто отрицательно. Если у вас ДОВИК слабый, то в некоторых случаях и положительно можно будет перелить, в зависимости от того, когда вам определят, какой у вас конкретно резус. Или ДОВИК, или Д-парциал. То есть, с одной стороны, даже очень удобно получается, да? Ну, с одной стороны, Вариантов да, много. Да. Елена Петровна, посмотрите. Точно это, да? Отрицательно. Вы повторили, да? 2 раза это резус. Очки надо. Где тут, да? Ага. Нет аглютинации. Угу. Угу. Ну, у вас тут аглютинации. Аглютинации нет? Нет, у Не вас показали отрицательное. Отрицательная? Первое отрицательное, первое отрицательное. А может ли резус-фактор меняться на протяжении вот? Резус-фактор нет. Не Нет? может меняться, нет. Нет. А как тогда так получается? То есть у меня был отрицательный слабоположительный. Значит, Сейчас у вас отрицательный. возможно или прима, или секунда. С большой, значит, у вас в фенотипе имеется, или Е большая. Это вот уже определят вам у нас в отделе иммуногематологических Понятно. исследований. То есть точно. здесь уже исследование Да, закончено. здесь у нас предварительное обследование. И по этим результатам, в принципе, я допускаюсь. Да, вы идти допускаетесь, дальше? да. Ну, Да, спасибо уже вам терапевт огромное. решит, да, сдавать вам кровь или Спасибо. нет по состоянию здоровья. Все, да? Я могу идти. Да, все, можете идти. Испытано на себе. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна Юрьевна. Я на данный момент являюсь заведующей донорским отделом станции переливания крови. Зовут меня Филиппова Алена Алексеевна. Вы к нам пришли первый раз сдавать кровь. Группа крови у вас первая, резус отрицательный. И получается, вот вы являетесь На данный тем момент- человеком, который сейчас мне скажет, можно ли мне сдавать кровь, Или да, нет. в качестве Да. донора или нет? Да, да, Ага. да. Ну, начнем с анкеты обязательно. Все доноры у нас заполняют перед кроводачей анкету. На данный момент у вас самочувствие хорошее. Да. Хорошо. Туберкулезом, гепатитом вы никогда не болели? Нет. Хронические заболевания? Нет. Никаких нету, да? Травмы, операции вообще по жизни что-нибудь Нет. было? Ничего не было, да? Нет. Хорошо. Так. Я счастливый человек. Да, вы счастливый человек. Мне надо вас осмотреть. Да, конечно. За ширму, да, пройти? Можно за ширму пройти.
рубашку. Угу. И спиной поверните, спину полностью тоже. Да, можете снять, волосы уберите. Ага, хорошо. А это на выявление чего? Это мы смотрим сыпь и рубцы от деформации, именно рубцы от операции именно на органах грудной клетки. Потому что, да, это у нас является абсолютным противопоказанием к сдаче крови. Так, давайте давление померяем. Давление у вас 105/70. Это минимальное давление, при котором разрешено вообще кроводача. А максимальное какое? Максимально 160/100. Выше тоже уже нельзя сдавать. Так, ну а теперь пройдемте на весы, пожалуйста. В обуви, да? В обуви, да. Потом по приказу о донорстве мы не имеем права брать людей, у которых вес меньше 50 килограмм. И плюс у вас ко всему этому низкое давление. Так что я принимаю решение о недопуске вас к кроводаче. Из-за недостаточного веса. У нас есть такое противопоказание. Получается, до самой процедуры вы меня не допускаете, да? Не прохожу по определенным параметрам. Ну, давайте хотя бы побеседуем, потому что очень много вопросов у меня. Скажите, быть донором — это безопасно? Да, это абсолютно безопасно, потому что дозу крови мы берем такую, которая не причинит вред абсолютно здоровому человеку. И количество кроводач у нас тоже ограничено в год для мужчин и для женщин. А количество крови разное. Тоже разное, зависит от веса роста человека? Нет, доза у нас сейчас одна, только 450 мл берем и плюс 20 мл на анализы. Это стандартная наша доза. А как часто можно сдавать кровь? Сдавать можно через 2 месяца, через 60 календарных дней. В год мужчины сдают 5 раз, женщины сдают всего 4 раза. А есть ли, наоборот, какие-то преимущества для здоровья? Да, есть, конечно. При сдаче крови у нас обновляются клетки. То есть костный мозг начинает активно вырабатывать молодые клетки, молодые эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Это, естественно, для организма хорошо. А вот костный мозг, да, начинает вырабатывать. Скажите, а есть ли сдача костного мозга? Да, у нас на базе нашей станции находится рекрутинговый центр, так называемый. Здесь у нас доноры, которые регистрируются в Федеральный регистр костного мозга, они сдают у нас анализы на генетические клетки. Эти анализы мы отправляем в город Киров, непосредственно там делают анализы, и потом данные все поступают в регистр. И уже если они вдруг подойдут к какому-то больному заболеванию крови, то и приходит вызов этому донору. А что полагается донору, каждому донору? Каждому донору после кроводачи полагается денежная компенсация на питание и плюс отгульный день в день кроводачи и дополнительный отгульный день, который он может использовать в течение года. А денежная компенсация, я так полагаю, это на обед? Да, это на питание. Денежная. У нас есть доноры безвозмездные. Их компенсация составляет 5% от прожиточного минимума. И есть доноры, которые повторно сдают, они уже сдают с соцподдержкой. Эта соцподдержка составляет 18% от прожиточного минимума. Так, очень интересно. Безвозмездные — это которые приходят? Которые приходят первично. Первично, либо первый раз в текущем году, либо которые сдают для кого-то. Для кого-то. Адресно, да. И вот они получают денежную компенсацию и 2 выходных. И 2 выходных. А те, которые сдают повторно, да, да, регулярно, они получают социальную поддержку именно от правительства Республики Саха-Якутия в размере 18% от прожиточного минимума. И плюс
И плюс компенсация, 2 отгульных дня. А компенсация на обед? Нет, Уже нет. нет. Хорошо. Ладно. А почетный донор? Почетным донором становятся доноры, которые сдают кровь и ее компоненты безвозмездно. Безвозмездно, то есть это что, отказываются от всех? Нет, они отказываются от социальной поддержки, но получают компенсацию на питание. Так, в размере, все понятно. Мне размер суммы озвучивать? На сегодняшний день, да, интересно. 1282 рубля. Это компенсация на питание. Да. Вот если, допустим, я являюсь донором, да, я пополнела, и меня все-таки мне разрешили. То есть первый раз я сдаю кровь, мне полагается компенсация на обед и 2 выходных. Да. Второй раз я пришла, мне тоже полагается компенсация на обед и тоже 2 выходных. И плюс поддержка от государства. Но если я от нее отказываюсь, да, я могу накопить вот эти вот сдачи свои. Сколько раз я должна сдать, чтобы накопить и стать донором? Почему? Вы можете сдать 40 раз кровь безвозмездно, либо 60 раз плазмой безвозмездно, либо набираете 25 кроводач и 15 плазмоферезов безвозмездно. Тогда вы становитесь почетным донором. Льготы — это у нас ежегодная компенсация 16 тысяч рублей, которая каждый год индексируется. Есть внеочередной отпуск, то есть в отпуск в любое удобное время для почетного донора. Еще очень хочется напомнить нашим донорам, что после каждой вашей кроводачи мы кровь разделяем на компоненты. Именно на саму кровь и на плазму. Плазму мы сразу в лечебное учреждение не выдаем. Мы ее закладываем на карантин на 4 месяца. Да, и чтобы через 4 месяца нам ее выдать, нам нужны ваши свежие анализы. Без этого эта плазма на переливание не пойдет. Поэтому, пожалуйста, после кроводачи приходите к нам еще, сдавайте либо кровь, либо, если у вас нет времени, анализ в процедурном кабинете, который занимает буквально 2 минуты. А для чего нужен свежий анализ? Это сделано именно для безопасности крови, потому что у нас есть заболевания инфекционные, гепатиты, СПИД, они с момента заражения 4 месяца не выявляются. Нашими анализами находится как бы в такой скрытой зоне, и поэтому мы закладываем кровь для безопасности на 4 месяца и не выдаем ее. Через 4 месяца с вашими свежими анализами, что у вас нет этих заболеваний, кровь идет, плазма идет на выдачу. То есть без вот второго анализа первая сдача крови, она бесполезна? Нет, кровь-то мы выдаем после анализов сразу, закладываем на карантин именно плазму, жидкую часть крови. Если повторно не сдать анализ, то плазма, она не пойдет на переливание. Испытано на себе. Любовь Егоровна, у нас сейчас сдают здесь плазму, да, получается? Здравствуйте. Как вы себя чувствуете? Очень хорошо. Хорошо? Здорово. На таких аппаратах принимается плазма. Да? А вот молодой человек сидит, он сдает. Он сдает кровь. То есть у нас есть несколько видов донорства. Это донор крови, донор плазмы и еще есть донор клеток крови. Это доноры, которые сдают тромбоциты. То есть 3 вида донорства, донации. И все эти компоненты принимаются вот в этом? Да, в этом операционном зале, в донорском зале. Все, что касается донации, что крови, что плазмы, что клеток крови, все это, весь комплект, расходный материал, все одноразово. Вообще, нужно сказать, что если человек стал донором, обычно это люди очень активные. И когда не нужно вообще торопиться. Все-таки человек должен идти с чувством достоинства, что он идет с чувством тем, что должен кому-то помочь. Это все хорошо. И когда он сдал процедуру, все равно это медицинская манипуляция. Вот я же вначале сказала, что это все равно стресс. И после донации, конечно, не нужно бежать, торопиться. Нужно все делать, так сказать, пребывать в зоне комфорта. Так, как человеку удобно. Вот зачастую у нас были случаи, вот, допустим, лежит чей-то близкий родственник в стационаре в больнице, доктор им лично говорит: идите, сдайте кровь. Вот они на всех парах бегут сюда. Вот этого делать не нужно абсолютно. Потому что в состоянии стресса человек не должен сдавать кровь. Вообще все плохое, что значит, если в состоянии стресса, у человека может быть повышенное давление. И последствия донации тоже бывают разные. Поэтому нужно приходить подготовленным, с хорошим настроением, хорошо выспавшимся,
утром легкий завтрак и идти с той мыслью, что ты идешь сдавать кровь, чтобы ваша кровь помогла человеку в его выздоровлении. Только тогда будет все это благоприятно и будешь находиться в зоне комфорта. Ну, здесь у нас помещение, которое называется центрифужное или отделение фракционирования крови. Вот когда донор сдал кровь, мы ее должны разделить на компоненты крови. Компоненты крови у нас являются плазма, эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. То есть кровь состоит из жидкой части, это будет плазма, и из клеток крови. Красные клетки – это у нас эритроциты, белые клетки – это у нас лейкоциты, и еще у нас тромбоциты, кровяные пластинки. И вот здесь, на этих аппаратах, которые называются многофункциональная рефрижераторная центрифуга, происходит разделение донорской крови на жидкую часть и на клетки крови. Вот это называется фракционатор. Он тоже, значит, когда кровь уже разделили, вот, подвешивается, и здесь он разделяется на эритроциту и плазму. Но есть у нас вот такие плазмоэкстракторы, мы сейчас работаем на них. Если это, так скажем, автоматическое разделение, просто вставили, и человек ничего не делает, то тут мы делаем руками. А вот интересно, существуют ли заменители крови? Ну, как сказать, все человечество, вся, значит, медицинская наука, конечно, работает над тем, как создать искусственную кровь. Но где-то есть успехи, где-то нет успехов, но, тем не менее, заменить человеческую кровь невозможно. Но есть, допустим, препараты крови, что из крови делается. Можно заменить какие-то отдельные функции крови человека. А вот полностью заменить, конечно, на сегодняшний день таких препаратов еще нет. Кровь, которая вот сейчас у нас, ну сейчас вот, да, допустим, вы сегодня не сдали, когда уже человек сдал кровь в контейнер, она уже другая, эта кровь, нежели которая течет в ваших сосудах, потому что попадает в другую среду, уже функция немножко другая, уже попадает в другую среду. Тут-то в естественных условиях находится, в своем родном, так скажем, природном резервуаре, а тут, представьте, в искусственный резервуар слили. Кровь – это живая ткань, клетки живут, и попадая в гемоконтейнер, она уже, это уже другая, ну, как сказать, чисто медицински, по составу она та же, но по своим функциональным качествам она уже другая. Как интересно. Да, да. Она уже другая. Ну, не значит, что она плохая. Нет, она хорошая. Она просто другая. Состояние стресса все равно. Она просто другая, да. Вот. Ну, часть уже это заложили. Держите сетку, не бойтесь. Держите. Держите. Можно взять в руки. Да, можно взять в руки. Вот. Вот перед вами вот эритроциты, вот красная кровь, это клетки крови. Желтую плазму мы уже сняли. Плазму Викуля разделили, да? Уже вот плазма. Угу. Вот смотрите. Вот она желтенькая. Видите, какая? Когда человек сдавал, было все красное. После центрифуги все желтую, вот жидкую часть. Видишь, она жиденькая. Сюда. Красную, вот эритроциты вот остались здесь. А вот человек сдает 400 миллилитров, да? 450. 450. Из них ровно половина это... Не всегда. Не всегда. Это от качества крови зависит? Это зависит от содержания клеток. У женщины клеток меньше, чем у мужчин. У них плазмы будет больше, у мужчин меньше. Но в среднем где-то плазма составляет от общего объема где-то 35-40%. Угу. Пойдемте. Это... Вот тут внутри, вот здесь вот внутри, находится плазма. Ее прессом сжимают, чтобы заморозка была глубокая, одновременно и быстро. Температура внутри минус 41. Минус 41? Да. Вообще догоняем до минус 50. Но сейчас уже он идет на спад, а так вообще минус 50. И вот при такой температуре замораживаем плазму. Сохраняет все Конечно. свойства. Ну, как вот овощи есть же глубокой заморозки, так же и плазма. А здесь что происходит? А вот здесь у нас тромбоциты. Видите, качаются. Да. Кровяные пластинки. Сейчас я открою. А для чего? Ну, это у нас самые ценные, я же вам, клетки крови. Это клетки крови, называются тромбоциты.
Тромбоциты переливают при кровотечениях. Это, так скажем, по технологии своей, по значимости, это самые дорогие компоненты крови. А почему они вот так качают? Обязательно. Почему? Потому что тромбоциты, раз они останавливают кровотечение, они должны склеивать, да? Вот дырочку взять и заклеить. А если мы их не будем болтать, они склеятся и всю свою функцию потеряют. Все понятно. И чтобы они всегда были у нас подвижные, не склеивались, то они хранятся вот при таком оптимальном варианте. Все время покачиваем, и температура плюс 22 градуса, 21-22 градуса в течение 5 суток. Вот после центрифугирования, вот у нас наверху плазма желтая, внизу клетки крови. Сейчас плазму мы перекачиваем в дополнительный стерильный мешочек, а вот эта часть, видите, она подвижная, выдавливает плазму вот сюда, пустой мешок. Сейчас все это, плазма туда перейдет. И нужно будет вовремя переключить? Конечно, сейчас ребята так и сделают. Нужно будет, нельзя, чтобы эритроциты попали сюда, потому что мы потом плазму, вы уже видели, замораживаем при температуре минус 50. Если сюда попадут эритроциты, то все, уже продукция испорчена. При низких температурах эритроциты лопаются, и это уже брак. Плазма должна быть вот такая желтая, полупрозрачная, не должна... Вот видите, все. Раз, и все. Воздух туда выдавливает. Все. Теперь сейчас подвесят. Подвесь, пожалуйста, Лена. Теперь то, что вы говорили, чтобы нам эритроциты сохранить 35 дней, вот, плазму мы заморозим, а чтобы эритроциты сохранить нам 35 дней, вот есть раствор, который будет, заливается сюда. Вот видите, уже видно. Вот, заливается. И таким образом эритроциты будут храниться 35 дней и будут функционально активными. Вот. Испытано на себе. Лилия Егоровна, здравствуйте. Здравствуйте. Я пришла сдавать кровь как донор, да, но мне, к сожалению, отказали, но решили любезно, да, показать и рассказать, как вообще устроена работа, да, внутри. Ваш кабинет оснащен тоже специальными, да? Специальным оборудованием, холодильным оборудованием. Да? Наш отдел называется «Экспедиция» Центром управления запасами компонентов. То есть у нас хранится вся кровь, которая уже готовая к выпуску, готовая продукция. Да? Ну, допустим, на сегодня есть заявки Якутской республиканской больницы. Это в основном могут быть что? Острые массивные кровопотери, да? Это травмы, ранения, да? Осложнения при родах от родильных больниц. Да? И на сегодня тоже онкологический диспансер отправляет свои заявки. Трансфузии проводятся при химиотерапии, при трансплантации костного мозга. Это заболевания крови, острый и хронический лейкоз, мегабластозы, апластическая анемия. Ну, на сегодня в основном самые первые показания такие. Испытано на себе. Это холодильная комната, и здесь хранится уже готовая продукция. Ну, исходя из названия, понятно, что здесь холодно. И, конечно же, строгий порядок. Каждая полка подписана, группа крови, резус-фактор. Также можно отследить количество. То, что вот сегодня уже говорилось, отрицательной крови намного меньше, чем положительной. Да? Вот тоже интересный момент. На выдачу, на выдачу, на выдачу. Да, здесь все на выдачу. Ну что, Татьяна, как ваше впечатление? Здравствуйте. Да, снова здравствуйте. Ну что, меня не допустили до самой процедуры, так как недостаточный вес и низкое давление. Ну, такое бывает. Наверное,
если есть желание, то и будет вес достаточный, приходите к нам снова. Да, я планирую немножко набрать даже. Ну вот, так как вы не сдали, я расскажу, как проходит, чем заканчивается путь донора у нас. После сдачи, после операционной, пациент идет в регистратуру и получает справку. Справку о факте сдачи крови. И на основании этой справки он обращается в отдел кадров и пишет заявление на выдачу отгульного дня. Получается, в день сдачи можно отгульный день взять и +1. Допустим, наши регулярные доноры, которые сдают, там, вот мужчины до 5 раз, да, в год, они 5 дней эти добавляют к отпуску. И плюс неделя отдыха, это же просто блаженство, ну, по мне тогда. Ага, и вот еще врач уже упоминала о том, что у нас на территории Якутии есть своя мера соцподдержки. Это нужно прям подчеркнуть, потому что не во всех регионах это имеется. Мы донору предоставляем меру соцподдержки в размере 18% от прожиточного минимума, да? И, ну, это учитывая, это все было исходя из того, что, ну, уровень жизни у нас так. Продуктовая корзина у нас, соответственно, дорогая. Вот эти вот базовые, чтобы приобрести базовые продукты, они тоже очень, ну, довольно-таки по стоимости выше, чем в Центральной России, да. Поэтому, исходя из этого, наше руководство республики приняло эту меру соцподдержки. Поэтому я думаю, что это очень так хорошо помогает, да, и для доноров, ну, и, конечно, мотивирует, но нужно как бы акцентировать, да, что эта сумма дается для того, чтобы человек восстановил свое здоровье, свой организм после сдачи крови. Усиленно питаться, пить обильно жидкость, ну, вот то, что, снова то, что доктор говорил, чтобы было больше продуктов с содержанием железа. Оно содержится у нас в мясе, в печени, ну, вот для этого мера соцподдержки и была как бы организована. Поэтому вот здесь вот представлены как бы суммы, да, компенсации. Это вот действует на территории всей России 5%, а вот наша 18%. И получается, мера соцподдержки, она есть такая мера в России, в Москве и в Хабаровске. А в Хабаровске, если я не ошибаюсь, только при сдаче тромбоцитов. Ну вот, собственно, и все. Будем рады видеть вас снова уже в качестве донора. Спасибо вам большое. Действительно, у вас очень приятно даже находиться, нет ощущения, что ты находишься где-то в больнице, потому что очень уютно, и персонал очень такой отзывчивый, да, и не молчаливый, да, если можно так сказать. Все очень общительные, это очень приятно, действительно, это располагает, поэтому, дорогие наши телезрители, если вы думаете, а стоит ли, а получу ли я соответствующее, да, отношение к себе, безусловно, получите, потому что специалисты здесь очень все отзывчивые, действительно добрые. И если вы боитесь, не бойтесь. Просто действительно не бойтесь, подготовьтесь, морально обязательно изучите какую-то соответствующую литературу, пообщайтесь с людьми, которые уже сдавали кровь и являются донорами, потому что действительно преимуществ много, в том числе и для организма, но и самое главное, каждый человек все равно нуждается в потребности быть полезным. А когда ты делаешь такое доброе, не побоюсь этого слова, великое дело, спасаешь чью-то жизнь, я думаю, что смысл и стимул жить, он становится только больше, а жизнь становится качественной. Поэтому, дорогие телезрители, на этой приятной ноте мы с вами прощаемся. До новых встреч. До свидания. Испытано на себе.